Обращающая сторона, есть вопрос? Виктор Камильевич, пожалуйста, вопрос. Добрый день, уважаемый представитель Генеральной прокуратуры. Я вопрос задам один, то есть постараюсь все вопросы сразу в один объединить, чтобы вы потом предоставили ответ, поскольку там много мелких вопросов. Скажите, пожалуйста, каким образом в Генеральной прокуратуре организована работа по исполнению обязанностей защиты чести и достоинства президента? То есть, каким образом вы обнаруживаете информацию, которая порочит честь и достоинство? Она к вам поступает или вы же осуществляете постоянный мониторинг информации? Исходя из каких расчетов вы определяете размер суммы моральной компенсации? Скажите, каким образом вы определяете, что та или иная информация нанесла урон чести и достоинству? Ведь это относится к личным субъективным ощущениям конкретного человека. И вообще, есть ли процедура согласования с президентом предмета иска и суммы моральных компенсаций? Если нет, то какова процедура отзыва иска, если президент не согласен с доводами Генеральной прокуратуры? К примеру, предыдущий нашумевший кейс, когда там президент не увидел ничего в этом. Это первый вопрос. Спасибо. Я постараюсь ответить на те вопросы, которые я запомнил. Это в случае необходимости вы дополните, да, повторите. Определенного какого-то отдельного порядка рассмотрения этих вопросов в части защиты чести и достоинства президента и наличия в каких-либо материалах, в том числе и материалах, публикуемых СМИ, затрагивающих честь и достоинство президента, и такого порядка определенного нет. Все рассматривается в общем порядке. То есть это может. То есть, что касается в части у нас не так много таких материалов, и если затронуть те заявления Генеральной прокуратуры в суд, касающихся защиты чести и достоинства президента, которые были направлены в суд в 16-17 годах, то я вам конкретно не могу сказать, как они поступили. Какие-то материалы поступили из Государственного комитета национальной безопасности, уже с заключениями экспертиз, но некоторые материалы Генеральная прокуратура, то есть наши оперативные подразделения, сами начали проверку в этой части, самостоятельно назначили эти экспертизы, там лингвистическая экспертиза, филологическая экспертиза, там ряд других экспертиз. Вот. По поводу суммы иска, я не могу ответить на этот вопрос. Почему? Потому что на тот момент я не занимал эту должность и не знаю и конкретно не могу ответить на этот вопрос. Как формируется цена иска по данной категории дел. Еще вопрос повторите, пожалуйста, какие-то. Процедура согласования с президентом или с аппаратом президента есть? Нет, такой процедуры согласования нет, но насколько я понимаю, исходя из тех фактов, что президент, бывший президент, да, комментировал рассмотрение этих дел судом, чуть позже отказался от материальных претензий к ответчикам. Я полагаю, что бывший президент был в курсе событий. Каким образом, как это делалось, я не знаю. Второй вопрос. Просто мы действительно пытались найти этот ответ, но не смогли. Да? Согласно оспариваемой норме, генеральный прокурор пользуется всеми правами истца ответчика потерпевшего. Да? И вот здесь у нас вопрос, каким образом и в каких случаях в гражданском деле одна сторона может быть обладать правами потерпевшего. То есть в связи с чем это была введена норма или какова позиция по этому праву? Я думаю, что над этим вопросом надо будет подумать. Я слышал ваш вопрос, да, и я сейчас не могу ответить на это. Сразу, я думаю, надо подумать. И мне кажется, что он не касается в этой части. Он больше теоретический вопрос. В очень простой плоскости лежит. До этого это была уголовно-правовая ответственность, в связи с чем в этом законе была предусмотрена норма о том, что он выступает в качестве потерпевшего. А в 2010 году эта категория дел была переведена в гражданско-правовую ответственность. Поэтому здесь только в связи с тем, что изменилась
мера ответственности или форма ответственности. Пожалуйста, у вас был вопрос, да? Да. Ну, у меня вопрос тот же, который был адресован представителю президента. Здесь вопрос о досудебном урегулировании данной нормы. Ваша позиция, пожалуйста. Да, я хотел бы обратиться к прошлому опыту, который генеральные органы прокуратуры применяли до вступления в силу, значит, Конституции в новой редакции. Ранее в случае установления каких-либо фактов либо со стороны органов национальной безопасности, либо со стороны органов прокуратуры или внутренних органов внутренних дел, при наличии оснований генеральные органы прокуратуры вносили акты реагирования, да, в виде предостережения, в том числе и частным физическим лицам, о недопущении нарушения закона. Вот. Учитывая, что последние редакции Конституции существенно были ограничены круг наших полномочий, то есть органов прокуратуры в части применения каких-либо мер в отношении физических и юридических лиц, да, не касающихся, не являющихся должностными лицами, не относящихся к государственной власти. В этой связи меры вот по этой категории дел они не принимаются, то есть не вносится это, то есть мы, органы прокуратуры, никак не могли принять какие-либо меры, о котором вы говорите. Можно еще тогда дополнительный вопрос, потому как тогда получается вот первый абзац, вот эта часть, да, скажем, первого абзаца, она получается противоречит Конституции? Я уже в своем выступлении сказал, что да, если хотите, я вам повторю. Ну скажите, да. Да. Или нет? Да, да? Да. Ну, он в своем выступлении отметил же, что применяется в той части, которая не там противоречит Конституции. Было сказано, и, соответственно, сейчас он обосновывает относительно того, что в связи с принятием новой редакции Конституции в 2010 году, то есть в связи с изменениями 2016 года, часть полномочий прокуратуры, они как бы были урезаны. Да, дело в том, что вот именно... В этой связи они эти вот меры это, действия не вот применяют. эта норма, если бы эта норма просто действующая была бы, может, не было бы исков. Дело в том, что это послабляющая норма. Хорошо, это ваше рассуждение. Есть еще вопросы? Уважаемые коллеги, есть вопросы? Пожалуйста, Владимир Владимирович. Несмотря на то, что вы в своем выступлении привели норму закона о том, которая предоставляет право прокурору не спрашивать воли, в общем-то, лица, интерес которого собирается представлять, тем не менее из вашего выступления стало ясно, что в общем-то какой-то системной работы, функциональности этой работы, да, то есть определенного мониторинга, как, скажем, обязанность выполнения определенных функций органами прокуратуры, как изложено в этой статье, в общем-то не проводится. И именно исходя из этого, из того, что вы сказали, у меня к вам тот же вопрос. Принцип диспозитивности гражданских прав, к которым и относится право на защиту чести и достоинства, он должен соблюдаться при исполнении оспариваемой нормы закона. Я считаю, что должен, безусловно, должен, Эмиль Владимирович. Правильно, я еще раз повторюсь, да, определенная работа в данном направлении не ведется. Постоянно нету каких-либо поставленных задач или еще что-то, каких-либо планов в этом случае. Да, работа ведется постфактум, так скажем. Постфактум в случае и то уже обращение органов национальной безопасности, органов внутренних дел, у кого есть оперативные соответствующие, ну я не знаю, там какие-либо подразделения анализа, либо еще какого-то такого у нас нету. Да. А по поводу конкретного вопроса, я считаю, что да, вопрос автономности воли должен быть однозначно. Но я думаю, что этот вопрос в принципе разрешен Гражданско-процессуальным кодексом, да, который установил, что только в случае обращения лица прокурора. Ну, в таком случае возникает другой вопрос, да? Каким образом у вас это оформляется, да? Каким образом, скажем, генеральный прокурор вступает, скажем, в исполнение этих своих правомочий, скажем, исполучив в данном случае волю
того человека, честь и достоинство которого он собирается защищать. Как это процедурно у вас эти вещи отрегулированы или никак это не отрегулировано? У нас на данный момент я скажу, большая часть корреспонденции поступает именно от президента непосредственно, да, от аппарата президента, который, это он перенаправляет обращения граждан, организаций, да, каких-либо, я не знаю, фондов, перенаправляет. И, соответственно, я считаю, что у него есть возможность обратиться, раз закон позволяет. Есть еще вопрос? Пожалуйста, Маргарита. Это вот в последующем у него есть, конечно, возможность. До этого, до сегодняшнего дня, вообще какие-то формальные взаимоотношения между Генеральной прокуратурой и президентом были? Как он обращался? Или вы просто по своей инициативе это все обращались в суд? Я не знаю, я хочу сказать, что над этим вопросом тоже я думал, и, наверное, правильным будет сказать, то есть, наверное, так и есть, что единственное лицо, которое непосредственно контактирует с президентом в силу своих полномочий, это, наверное, только генеральный прокурор. Что, как было, докладывалось это или это, я не могу сказать. Я буду неправ, если буду что-то утверждать. Есть еще вопрос? Есть. Пожалуйста, Колманович. Исковое заявление кто составляет? Ваш отдел составляет, да? Так точно. У нас, я уточнюсь, у нас оперативное подразделение называется Управление по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов. Это один из отделов, который занимается, тоже непосредственно касается этих вопросов, но в основном они занимаются вопросами экстремизма, так как это по духу близко. Они вместе с управлением уголовного и гражданского судопроизводства. Есть определенные требования к форме искового заявления. В данном случае по форме сторона, как указывается в этом исковом заявлении? Стороны. Истец, генеральный прокурор, ответчик. Да, ответчик Истец, генеральный прокурор, да, получается? Да. Не президент? Нет. Истец, генеральный прокурор в защиту чести и достоинства президента. Такая есть формулировка. А генеральный прокурор является законным представителем, да? Так точно. В данном случае как отражается законный представитель? Фламанович, я не могу, конкретизируйте вопрос, пожалуйста, я не могу понять. Я говорю, форма искового заявления есть определенные требования. Истец и ответчик. Да? Истец непосредственно то лицо, чьи интересы затрагиваются. Есть законный представитель этого истца, в данном случае генеральный прокурор, законный представитель является, да? Да. Или он в одном лице, где это графа истец, сторона истец? Я не знаю, мы руководствуемся тем, что указано в законе. Хорошо, следующий вопрос. В пользу кого взыскивается компенсация морального вреда? В пользу президента. В пользу президента. В пользу президента? Да. Нет вопросов. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если в ходе судебного разбирательства по делу ответчик предлагает, допустим, предоставить ему небольшой срок, в течение которого он полностью даст опровержение этим сведениям, поскольку, публикуя эти сведения, он добровольно заблуждался, прокурор может без согласования с президентом согласиться на это? Я думаю, нет. Потому что, это мы сейчас гипотетически говорим, да, и отвечая на вопрос Эмиля Джолдошевича о том, что вопрос автономности воли, естественно, он непосредственно связан с этим, и если каким-либо образом была согласована позиция защищаемого субъекта в части обращения в суд, то и в этой части, я думаю, надо тоже согласовать, потому что вопрос, как ранее было указано, это не формальность, а действительно, если лицо испытывало какие-то психологические другие страдания, да, я считаю, что согласование должно быть в этом. Должно быть, да?
По сути, это мировое соглашение будет. Да. А вы же, как вы являетесь прокурором отдела, осуществляющим контроль за рассмотрением гражданских дел в судах. Да? А ГПК категорически запрещает прокурору заключать мировое соглашение. Да. А это действие статьей 4 не предусматривается. Тогда суд какой статьей руководствуется? Гражданско-процессуальным кодексом? Гражданско-процессуальным кодексом, я думаю, они, в принципе, если уже я не думаю, что вопрос именно касается материального возмещения, именно моральной компенсации, да, в случае опровержения, оно может быть и прекращено фактически. Есть еще вопрос? Нет. Микрофон больше. Спасибо. Присаживайтесь. Хорошо. Беремся. Статистика у вас имеется, сколько подобных исков? Именно в В течение защиту... года, допустим, в интересах защиты чести президента. Статистика, у нас статистика небольшая, я насколько знаю, вот то, что нашумевшие, это 6 исков, то есть 5 исков, которых знают все, один иск Это за какой промежуток времени? Это 2 года. Это 16-17 год. Один иск это в отношении журналиста Урунбекова. И, если я не ошибаюсь, после 2010 года, в 2011 году, Генеральная прокуратура вносила и защиту чести достоинства президента Розы Исааковны Тумбаевой в Ленинский районный суд. Спасибо. Присаживайтесь.